Король его величества просил ее величество, чтобы ее величество спросила у молочницы. Нельзя ли доставить масло на завтрак королю? Нельзя ли доставить масло на завтрак королю? Придворная молочница сказала: разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове. Велели их величество известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросонья: скажите их величествам, что нынче очень многие двуногие безрогие предпочитают мармелад, а также пастилу. Ого! Придворная молочница сказала: но вы подумайте. И тут же королеве представила доклад. «100 раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад». Тотчас же королева пошла к его величеству. И будто, между прочим, сказала невпопад: ах да, мой друг, по поводу обещанного масла. Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил: глупости. Король сказал: о, боже мой. Король вздохнул: о, Господи, и снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать. На это королева сказала: ну, конечно. И тут же приказала: молочницу позвать. Придворная молочница сказала: ну, конечно. И тут же побежала в коровий хлев опять. Придворная корова сказала: в чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала: благодарствуйте. И масло на подносе
послала королю. Король воскликнул. Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто, сказал он и вылез из кровати. Никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.